Вы когда-нибудь просыпались с ощущением, что живете не свою жизнь? Не чужую, именно не свою. Как будто вы играете роль в пьесе, сценарий которой написал кто-то другой, и вы изо дня в день выходите на сцену, произносите те же реплики, делаете те же движения. Утро, работа, вечер, сон. Снова утро, снова работа. Мелькают дни, недели, годы. И где-то глубоко внутри шепот. Это не то. Я пришла сюда не для этого. Но вы не знаете, что делать, потому что выйти из этого круга кажется невозможным. Вы пробовали. Меняли работу, но ощущение оставалось. Меняли город, но внутри ничего не изменилось. Начинали новые отношения, но те же паттерны повторялись снова. И вы начинаете думать, может, это и есть жизнь? Может, так у всех? Нет, не у всех. Есть люди, которые выглядят так, будто знают что-то, чего не знаете вы. Они не суетятся, не напрягаются, они просто живут, и жизнь течет к ним. В чем их секрет? Древние называли это знанием о колесе сансары, бесконечном круге, в котором большинство проживает жизнь за жизнью, не понимая, что можно выйти. Современные говорят о выборе реальности, о ветках вероятности, о многовариантности мира. Но суть одна — вы застряли в программе, в сценарии, который повторяется снова и снова. И самое страшное, вы даже не замечаете повторений, потому что каждый раз думаете, вот сейчас все изменится. Но проходит месяц, год, 5 лет, и вы в той же точке. Может, с другими декорациями, но по сути там же. Почему? Потому что вами управляет невидимая программа. Она записана в вашем подсознании, в ваших привычках мышления, в вашей энергетике. Вы думаете, что принимаете решение, но эта программа принимает решение за вас. Снова и снова приводя к одному результату. Вы не живете. Вы проигрываете запись. Но есть способ остановить ее, переписать, выйти из круга. Этот способ знали посвященные, те, кто понимал, как устроена ткань реальности. Жрецы древних храмов, алхимики, мастера внутренней работы. Они знали, можно выбрать другой сценарий, можно войти в другую ветку, можно взять контроль над тем, что казалось неуправляемым. И сегодня я передам вам это знание, конкретный механизм. Что происходит, почему вы застряли и что нужно сделать, чтобы вырваться. Это не потребует ухода в горы, не потребует многих лет практик. Это можно начать здесь, сегодня, в вашей обычной жизни. Но я предупреждаю вас, когда вы увидите механизм, вы не сможете не видеть его. Когда вы поймете, как это работает, притворяться, что не знаете, станет невозможно. Готовы увидеть? Тогда слушайте внимательно, потому что каждое слово здесь — ключ. Давайте начнем с самого фундаментального. В буддизме есть понятие сансара — колесо перерождений, цикл, из которого нет выхода. Это не просто восточная философия. Это точное описание того, как живет большинство людей. Вы проснулись утром. Те же мысли, что и вчера, те же эмоции, тот же маршрут, те же действия, те же разговоры. Вечером легли спать. Завтра проснетесь, и все повторится снова. Месяц за месяцем, год за годом. Меняются декорации. Вы сменили работу, переехали, вышли замуж, родили детей. Но суть не меняется. Вы все равно в том же круге, с теми же паттернами, с теми же реакциями, с той же жизнью. Почему так происходит? Потому что вас поместили в определенную программу, в определенную среду с определенными законами. Это не тюрьма. Это обучающая программа. Как школа. Пока урок не выучил, из класса не выпустят. Будешь сидеть и повторять, пока не поймешь. И у вас есть свобода воли. Но это свобода в рамках программы. Вы можете выбирать, какую машину купить, где жить, с кем встречаться, чем заниматься. Но все эти выборы внутри одного круга.
внутри одной версии реальности. Представьте компьютерную игру. У вас есть свобода передвигаться по карте, выбирать действия, общаться с персонажами. Но вы не можете выйти за пределы игры. Вы в ней. И пока играете по ее правилам, вы в ее границах. Сансара работает так же. Вы можете делать разные вещи, но пока вы не осознали, что находитесь в программе, вы не можете из нее выйти. И здесь начинается самое интересное. Большинство людей даже не подозревают, что живут на автопилоте. Они думают, что управляют своей жизнью, что принимают решения, что контролируют ситуацию. Но это иллюзия. Вы не управляете. Вами управляют. Программы, привычки, эмоциональные паттерны, страхи, желания, которые не ваши. Вы думаете, я хочу эту машину. Но это не вы хотите. Эта программа в вашей голове хочет. Программа, которую вам загрузили родители, общество, реклама. Вы думаете, я боюсь рисковать. Но это не ваш страх. Это страх, переданный вам, записанный в детстве, впитанный из опыта. И пока вы не осознаете это, вы будете ходить по кругу. Потому что вы действуете не из себя, а из программ. Вот что такое сансара на самом деле. Это не мистическое колесо перерождения после смерти. Это конкретный механизм, работающий прямо сейчас, в каждом цикле вашей жизни. Каждый день вы умираете и рождаетесь заново. Засыпаете, умираете. Просыпаетесь, рождаетесь. Понимаете, что происходит ночью, пока вы спите? Ваше обычное дневное сознание гаснет. Не исчезает, а как будто уходит в тень. Связь между телом и сознанием ослабевает настолько, что вы выходите за пределы этой реальности. Внимание отцепляется от тела, от дел, от роли «я» и разворачивается внутрь. Энергетическая структура распускается как узел. Часть связи ослабевает, часть смещается в другие уровни. Связь между телом и сознанием становится настолько тонкой, что вы выходите за пределы привычной реальности. Сон — это маленькая смерть. Каждая ночь. А утро — маленькое рождение. Каждый день. Когда вы просыпаетесь, вы заново собираете себя, как пазл. Сознание снова заселяется в тело. Энергия выстраивается в привычные потоки. Личность поднимается из глубины и включается. Имя, история, роль, задачи — все это загружается обратно. В эти минуты вы можете собрать себя по-новому, настроиться на другую частоту, выбрать другую ветку. Но что делает большинство? Хватает телефон и, мгновенно загружая в себя чужие мысли, чужие эмоции, чужие программы, новости, сообщения, соцсети. И все, окно закрылось. Вы собрали себя по старому шаблону, снова. Те же мысли, те же реакции, тот же день, та же жизнь. Если вы не осознали этот механизм, вы рождаетесь в той же версии себя каждое утро. С теми же мыслями, с тем же сценарием, на той же ветке вероятности. Год за годом, жизнь за жизнью. Но есть выход. Выход — это осознанность. Это осознание того, где вы находитесь прямо сейчас. Не где хотите быть, не где должны быть, а где есть сейчас. Честно. Большинство людей не могут ответить на этот вопрос. Они описывают себя через желания, через фантазии, через то, кем они видят себя в идеале. «Я добрый человек», но на деле срываетесь на близких. «Я целеустремленный», но уже 3 года ничего не меняется. «Я хочу измениться», но продолжаете делать то же самое. Это неосознанность, это самообман. Настоящая осознанность — это когда вы видите себя без прикрас. Вот я, вот мои слабые места, вот мои сильные, вот где я сейчас нахожусь. Не оправдание, не «я бы хотел, но», а факты. И когда вы это видите, происходит магия. Вы выходите из автопилота, вы включаете режим управления. Вы берете контроль. И в этот момент сансара больше не держит вас.
потому что вы ее увидели, а то, что увидено, может быть изменено. Типнем глубже. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди живут одной жизнью, а другие — совершенно другой? Родились в одной стране, в одно время, с похожими возможностями, но один богат, успешен, счастлив, другой бедствует, страдает, несчастен. Почему? Стандартный ответ — так сложилось, судьба, карма, удача. Но это не ответ. Это уход от ответа. Реальный ответ намного интереснее. Они выбрали разные ветки вероятности. Что это значит? Реальность нелинейна, она многовариантна. В каждый момент существует тысячи возможных версий того, что может произойти дальше. Вы сейчас читаете это, но есть версия, где вы закрыли видео через минуту. Есть версия, где вы досмотрели до конца, и все изменилось. Есть версия, где вы даже не наткнулись на это видео. Какая версия реализуется? Та, на которую вы настроены. Не та, которую вы хотите, а та, на которую вы энергетически настроены. Это как радио. В эфире летают тысячи волн, но ваш приемник ловит только одну, ту, на которую настроен. Так и с реальностью. Вы излучаете определенную частоту, и реальность отвечает вам событиями, которые соответствуют этой частоте. Если вы излучаете страх, приходят события, подтверждающие страх. Если излучаете недоверие, приходят люди и ситуации, подтверждающие недоверие. Если излучаете бедность, приходят обстоятельства, подтверждающие бедность. Вы скажете: «Но я же не хочу этого. Я хочу денег, любви, успеха». Да, вы хотите. Головой, сознательно. Но глубоко внутри у вас может звучать другое. Тревога, ощущение нехватки, сомнения. И мир отвечает именно на это. Не на ваши слова, а на ту внутреннюю волну, которую вы постоянно излучаете. Вот что такое ветка вероятности. Это не абстрактная концепция. Это конкретный набор событий, который разворачивается в зависимости от вашей внутренней настройки. Ваша внутренняя настройка равно ваше энергетическое состояние, равно ваши мысли плюс эмоции, плюс убеждения, плюс вибрация. Это все вместе создает частоту, на которой вы работаете. И эта частота притягивает соответствующие события. Хотите изменить жизнь? Измените частоту. Хотите попасть на другую ветку вероятности, туда, где у вас все хорошо? Начните излучать частоту, соответствующую этой ветке. «Но как?» — спросите вы. Сейчас расскажу. Но сначала нужно понять еще одну вещь. Почему большинство не может изменить частоту? Потому что они пытаются сделать это через действие, через силу воли, через «я заставлю себя». Но это не работает. Потому что действие — это следствие, а не причина. Сначала идет состояние, потом мысли, потом действие. Если вы пытаетесь изменить действие, не меняя состояние, вы обречены. Вы можете заставить себя делать что-то неделю, 2, месяц, но потом энергия закончится, и вы вернетесь на прежнюю ветку, потому что состояние не изменилось. А состояние — это ядро. Это то, что держит вас на определенной ветке. Как изменить состояние? Здесь начинается самое интересное и самое сложное. Потому что изменить состояние значит изменить то, как вы воспринимаете реальность, как вы на нее реагируете, что вы о себе думаете. Это не одно действие, это система. И эта система начинается с одного ключевого элемента — внимание. Ваше внимание — это самый мощный инструмент, который у вас есть. То, на чем вы фокусируете внимание, растет, усиливается, материализуется. Если вы фокусируетесь на проблемах, проблем становится больше. Если на недостатках, недостатков больше. Если на страхах, страхов больше. Но если вы научитесь управлять вниманием,
вы научитесь управлять реальностью. И вот здесь мы подходим к главному секрету, который знали все посвященные. Фиксация внимания. Это не просто «думай позитивно» из книжек по саморазвитию. Это конкретная техника, конкретная практика, конкретный навык. Когда вы умеете держать внимание на том, что вам нужно, вы перестраиваете свою энергию, а энергия перестраивает реальность. Это работает всегда. И сейчас я покажу вам, как это делается. Представьте лазер. Обычный свет рассеивается во все стороны. Он освещает, но не проникает глубоко. Лазер — это сконцентрированный свет. Все фотоны движутся в одном направлении, и этот луч может прожечь сталь. Ваше внимание работает так же. Когда оно рассеяно, вы слабы. Вы освещаете много, но не проникаете никуда. Когда оно сконцентрировано, вы можете прожечь любую реальность и создать новую. Проблема в том, что у современного человека внимание разорвано на тысячи кусков. Утром проснулись — сразу в телефон. Новости, сообщения, соцсети. Пока едете на работу — музыка, мысли, тревоги. На работе 10 задач одновременно, переключения, отвлечения. Вечером сериалы, интернет, снова телефон. Ваше внимание не принадлежит вам. Оно принадлежит тому, что громче кричит. И в этом состоянии вы не можете изменить жизнь. Физически не можете. Потому что изменение жизни требует энергии, а энергия течет туда, куда направлено внимание. Если внимание разорвано, энергия рассеивается, ничего не происходит. Вот почему люди годами хотят измениться, но ничего не меняется. Они хотят, но их внимание не там. 5 минут подумали о цели, а потом 23 часа 55 минут думали о чем угодно другом. И реальность откликается не на 5 минут, а на 23 часа 55. Фиксация внимания — это способность удерживать фокус на том, что важно. Ни час, ни день, постоянно, пока цель не достигнута. Это не значит, что вы думаете только об одном. Это значит, что главный фокус не смещается. Вы можете заниматься разными делами, но стержневое внимание держится на цели, на желаемом состоянии, на новой ветке. Как это практиковать? Первое. Выберите одну цель. Не 10, не 5, одну. Ту, которая сейчас для вас самая важная. Не пытайтесь изменить всю жизнь сразу. Это путь к провалу. Возьмите одну область, одну конкретную цель. Второе. Опишите ее максимально четко. Не «я хочу денег», а «я зарабатываю столько-то рублей в месяц к такой-то дате, делая то-то». Чем четче образ, тем проще удерживать внимание. Размытое не держится. Мозг не понимает, за что цепляться. Третье. Создайте якоря. Якорь — это физический объект, который напоминает вам о цели. Это может быть фото желаемого на экране телефона, записка на зеркале, браслет на руке, камень в кармане. Каждый раз, когда видите якорь, вспоминайте. Внимание возвращается. Четвертое. Ритуалы внимания. Утром 5 минут на визуализацию цели. Представляете, что она уже достигнута. Чувствуете это состояние. Вечером 5 минут благодарности за то, что приближает вас к цели. Даже за мелочи. Можно также сделать визуализацию на цель. Это 2 якоря в сутках, которые держат внимание. Пятое. Отсечение. Вот самое сложное и самое важное. Вам нужно убрать все, что оттягивает внимание от цели. Все, что рассеивает вашу силу в никуда. Не все сразу, не за один день, но постепенно, методично убрать. Бесцельное листание соцсетей, вы знаете, о чем я. Эти часы, которые исчезают неизвестно куда. Вы заходите на минутку и вдруг обнаруживаете, что прошло 2 часа. Куда они делись?
в чужие жизни, в чужие эмоции, в чужие проблемы, которые вас не касаются. Сериалы для фона. Вы думаете, что отдыхаете, но на самом деле ваше внимание захвачено. Оно течет в экран, час за часом. И когда сериал заканчивается, вы чувствуете не восстановление, а опустошение, потому что энергия ушла, а ничего взамен не пришло. Разговоры, которые тянут вниз, те беседы, после которых вы чувствуете тяжесть. Жалобы на жизнь, обсуждение того, как все плохо, сплетни, пустословие. Эти разговоры не питают вас. Они съедают вас. Жестко? Да. Но ответьте себе честно, вы хотите изменить жизнь или хотите оставаться в том же круге, утешая себя тем, что я хотя бы не эгоист? Ждать новых результатов, делаете те же вещи, которые вас не привели к этому результату, это провал. Каждый выбор — это выбор между старой веткой и новой. Выбирайте осознанно. 6. Состояние важнее действий. Запомните раз и навсегда. Вы можете делать 1000 действий в день. Можете работать до изнеможения. Можете стараться изо всех сил. Но если ваше состояние не соответствует цели, ничего не произойдет. Состояние — это ваша чистота, ваша вибрация, та волна, которую вы излучаете в мир. Если вы хотите денег, но каждый день просыпаетесь в страхе нехватки, в тревоге «как я выживу?», деньги не придут. Потому что ваше состояние кричит «бедность», а не изобилие. И реальность откликается именно на состояние, а не на желание. Если хотите любви, но живете в недоверии, в обиде на прошлое, в страхе быть снова преданным, любовь не придет. Ваше состояние отталкивает именно то, что вы хотите привлечь. Понимаете механизм? Поэтому сначала меняем состояние, потом действие. Как менять состояние? Не через ум, не через позитивные аффирмации, которые вы повторяете, не веря в них, а через тело, через работу с телом, через дыхание, через движение. Потому что состояние — это не просто мысли, это биохимия, это гормоны, это напряжение или расслабление мышц, это чистота дыхания, это все вместе. Когда вы в стрессе, ваше тело зажато, как сжатая пружина. Плечи подняты, челюсть сжата. Дыхание поверхностное, прерывистое. Энергия заблокирована в солнечном сплетении, не может течь ни вверх, ни вниз. В таком состоянии невозможно попасть на ветку изобилия. Физически невозможно. Потому что ваше тело настроено на выживание, а не на процветание. На защиту, а не на принятие. Поэтому, когда замечаете, что состояние ушло в минус, остановитесь. Не пытайтесь продолжать делать что-то важное. Вы только усугубите. Практика смены состояния. Когда замечаете, что впали в негатив, в тревогу, в уныние, стоп. Не пытайтесь думать позитивно. Это не работает. Переключите тело. Встаньте, потянитесь, попрыгайте. Сделайте 10 приседаний. Включите музыку и потанцуйте 3 минуты. Или выйдите на улицу. Пройдите быстрым шагом 15 минут. Или примите контрастный душ. Тело меняет состояние мгновенно. А когда состояние меняется, меняются мысли. Меняется восприятие, меняется чистота. И вы снова на правильной ветке. 7. Наблюдатель. Это самая мощная техника. Учитесь наблюдать за собой со стороны. Не проживать эмоции, не тонуть в мыслях, а наблюдать. Ага, я сейчас в тревоге. Интересно. Тело сжалось, дыхание участилось, мысли побежали по кругу. Просто наблюдаете, без оценок, без попыток исправить. И знаете, что происходит? Когда вы наблюдаете, вы уже не в программе, вы над ней. Программа может управлять вами только пока вы в ней, пока вы отождествлены с ней. Когда вы наблюдатель, программа теряет власть. Вы видите, ага, эта старая программа страха включилась. Это не я,
— это программа. И в этот момент вы свободны выбрать, следовать программе или нет. Это и есть выход из сансары. Не после смерти. Прямо сейчас. Когда вы больше не отождествлены с программами. Когда вы наблюдатель. Вы можете включать и выключать программы по желанию. Как приложение на телефоне. Нужна программа «Уверенность» — включили. Нужна «Спокойствие» — включили. Старая программа «Страх» включается сама — заметили. Выключили. Включили нужную. Это контроль. Это управление реальностью. Это то, к чему стремились все посвященные. И это доступно вам прямо сейчас. Начните с малого, с 5 минут в день. 5 минут утром — фиксация внимания на цели. 5 минут вечером — наблюдение за собой. Через неделю вы заметите, что-то начало меняться. Через месяц изменения станут очевидными. Через 3 месяца вы не узнаете свою жизнь. Потому что вы выйдете из круга, вы выберете другую ветку, и реальность ответит. Важное дополнение. Информацию, которую вы сейчас получили, нужно не просто один раз услышать. Ее нужно впитывать, возвращаться к ней снова и снова, потому что ваше подсознание работает по принципу повторения. Одного раза недостаточно. Нужно погружение. У меня для вас есть телеграм-канал. Ваше пространство возвращения к этим знаниям. Ссылка в описании под видео. Там вы найдете видео сразу после публикации, все ключевые практики отдельными постами, напоминание о важном, поддержку на пути. Это не просто канал с контентом, это ваш островок. Место, куда вы возвращаетесь, когда чувствуете, что начинаете терять фокус. Когда старые программы пытаются затянуть вас обратно. Когда нужно напомнить себе, зачем вы все это начали. Потому что изменение — это не одноразовое действие. Это ежедневное возвращение к намерению, к фокусу, к новой ветке. И телеграм-канал помогает удерживать это внимание. Каждый день, постепенно, пока новая реальность не станет вашей естественной. Подписывайтесь, сохраните этот островок для себя. Теперь о том, о чем не любят говорить. Вы можете делать все правильно. Фиксировать внимание, менять состояние, визуализировать. Но если у вас есть дыры, через которые утекает энергия, ничего не сработает. Потому что сколько ни наливай воду в дырявое ведро, оно не наполнится. Что такое слив энергии? Это все, что забирает у вас силу, не давая ничего взамен. Токсичные люди, бесцельные занятия, хаос в жизни, незакрытые дела, невыраженные эмоции. Большинство людей живут с десятками таких дыр и не замечают. Они думают: почему у меня нет сил? Почему ничего не получается? А энергия утекает постоянно, литрами. Давайте разберем главные дыры. Дыра первая — хаос. Беспорядок в пространстве, незакрытые дела. Тысячи начатых и незаконченных задач. Каждое незакрытое дело держит часть вашего внимания, а внимание равно энергия. У вас 100 незакрытых дел? Значит, ваше внимание разорвано на 100 кусков. И энергии на что-то новое не остается. Решение. Сядьте. Выпишите все, что висит незакрытым. Все, что вы обещали сделать, все, что начали и бросили, все, что надо бы. Посмотрите на этот список. И примите решение по каждому пункту. Делаю сейчас, делаю в определенный день, делегирую, вычеркиваю, не буду делать вообще. Вычеркивание — это сила. Большинство боится вычеркнуть. Думают: а вдруг это важно? Но на самом деле 80% ваших дел не важны. Они просто висят балластом. Вычеркните, освободите внимание, и вы почувствуете, как стало легче дышать. Дыра вторая — токсичные связи. Люди, которые высасывают энергию.
Энергетические вампиры — это не метафоры и эзотерических книжек. Это реальный механизм. Они жалуются на жизнь, критикуют все вокруг, обесценивают ваши достижения, тянут вас в бесконечные разговоры о том, как все плохо. После общения с ними вы чувствуете опустошение, усталость, тяжесть в груди, как будто кто-то высосал из вас жизненную силу. Это не ваше воображение. Они реально забирают энергию. Не потому, что они плохие люди, не потому, что они хотят вам навредить, а потому, что они сами в глубоком дефиците. У них нет своей энергии. Их внутренний котел пуст. И они, часто неосознанно, пытаются наполнить себя за счет других. Они ищут тех, у кого энергия еще есть, и цепляются, высасывают, как вампир цепляется за источник крови. Как это выглядит в жизни? Вы едете в транспорте. Кто-то рядом начинает громко говорить, жалуется на жизнь. Или наоборот, агрессивно комментирует что-то, пытаясь спровоцировать. Повышает голос, смотрит на вас, ожидая реакции. Он ждет, что вы ответите. Вступите в диалог, включитесь эмоционально. И если вы это делаете, все, вы попались. Ваше внимание зацеплено. Ваша энергия потекла к нему. Он насыщается. Вы пустеете. Это энергетический вампиризм в чистом виде. Или другой пример. Вы сидите в каком-то чате. Кто-то пишет провокационное сообщение, что-то, что цепляет, что-то, с чем вы категорически не согласны. И вас тянет ответить, доказать свою правоту, объяснить, почему он не прав. Вы начинаете писать. Он отвечает. Вы снова. Он снова. И вот вы уже полчаса ведете бессмысленный спор с человеком, которого даже не знаете. Вы выходите из этого разговора опустошенным, раздраженным, уставшим, а он — наполненным. Потому что он получил вашу энергию, вашу эмоцию, ваше внимание. Это и есть охота за чужой энергией. И таких охотников сейчас очень много, особенно в интернете. Почему это работает? Потому что энергия течет туда, куда направлено внимание. Когда вы эмоционально включаетесь, ваше внимание захвачено. И энергия начинает течь по этому каналу. От вас к ним. Что делать? Научиться замечать эти ситуации и не отвечать, не отдавать энергию, не включаться. Кто-то провоцирует в транспорте? Не смотрите, не реагируйте. Держите свое внимание при себе. Кто-то пишет провокацию в чате? Не отвечайте, даже если очень хочется. Даже если вы уверены, что правы. Я точно поняла и увидела на собственном опыте, когда человек что-то хочет доказать, это равно защищать свое право существовать со своим мнением, выбором, образом жизни. Но когда человек самодостаточен, ему никому ничего не нужно доказывать. Помните, каждый раз, когда вы эмоционально включаетесь в бессмысленный конфликт, вы отдаете свою силу. Решение по токсичным близким. Составьте список людей, с которыми регулярно общаетесь. Напротив каждого честно напишите: после общения с этим человеком мне лучше или хуже? У меня больше энергии или меньше? Будьте честны, не оправдывайте. Просто зафиксируйте факт. Тех, с кем хуже, с кем энергии становится меньше, минимизируйте контакт. Не нужно скандалов, не нужно объяснений «ты вампир, я с тобой больше не общаюсь». Это только создаст драму и еще больше слив. Просто постепенно отдаляйтесь. Меньше звоните, меньше встречайтесь, меньше откликайтесь на сообщения. Будьте вежливы, но дистанцированы. Если сложно, просто прекратить общение. Но это же мои близкие, родственники, старые друзья. Да, и что с того? Вы им обязаны отдавать свою энергию? Обязаны тонуть вместе с ними в их негативе? Обязаны жертвовать своей жизнью ради того, чтобы они могли жаловаться вам? Нет, не обязаны. Ваша энергия — ваша ответственность.
Это ваша жизненная сила, ваш ресурс для создания новой реальности. Если кто-то ее сливает, высасывает, забирает, прекращайте контакт. Без чувства вины, без оправданий. Это не жестокость. Это самосохранение и любовь к себе. Вы не можете спасти тех, кто не хочет спасаться, но можете утонуть вместе с ними, если не отпустите вовремя. Дыра третья. Бесцельное потребление. Сериалы для фона, бесконечный скролл соцсетей, новости, которые вас не касаются, сплетни, пустые разговоры. Все это слив. Вы думаете, что отдыхаете, но на самом деле вы сливаете внимание в никуда. Внимание равно энергия. Куда внимание, туда энергия. Вы тратите 3 часа в день на соцсети? Значит, 3 часа энергии уходят в чужие жизни. У вас не остается сил на свою. Решение. Радикальное отсечение. Удалите приложение соцсетей с телефона полностью. Оставьте только на компьютере. Заходите 1 раз в день на 15 минут. Или поставьте таймер на час, если вам действительно нужно больше времени для важных дел. Но когда таймер сработал, выходите, без еще 5 минуточек. Только для важных дел. Ответить на сообщение, посмотреть что-то конкретное, выложить пост, если это часть вашей работы, и все. Никакого бесцельного скролла. Отдельно для тех, у кого работа в соцсетях. Если вы ведете блог, если соцсети — это ваш инструмент заработка, то да, вам нужно там быть. Но и здесь есть ловушка. Вы заходите по работе. Нужно выложить пост, ответить на комментарии, посмотреть статистику. И вроде бы это все по делу. Но потом глаз цепляется за чью-то сторис. Вы смотрите, потом переходите в профиль, потом видите что-то еще интересное. И вот вы уже час смотрите на жизни других людей. Не по работе. Просто смотрите. Знакомо? Поэтому даже если соцсети — ваша работа, делайте именно работу. Зашли, выполнили задачи, вышли. Не смотрите на чужие жизни. Не листайте ленту просто так. Не теряйтесь в чужих сторис. Часто заходишь на 5 минут по делу и не замечаешь, как час за часом пролетают в никуда. А это ваша энергия, ваше внимание, ваша жизнь. Сериалы. Только тогда, когда реально нужен отдых. Не для фона, для настоящего отдыха. Новости не смотрите вообще. Это сплошной негатив и информационный шум. Если что-то действительно важное случится, вам скажут: «Но я буду не в курсе событий». И что? Вы будете не в курсе чужих проблем, зато будете в курсе своей жизни. Вы будете знать, куда идете, что чувствуете, чего хотите, что делаете для достижения целей. А это в 1000 раз важнее, чем знать, что происходит в мире. Дыра 4. Невыраженные эмоции. Злость, которую подавили, обида, которую проглотили, страх, который спрятали. Эмоции — это энергия. Когда вы их не выражаете, они застревают внутри. И эта застрявшая энергия превращается в блок, в напряжение, в болезнь. Она не исчезает, она копится и в какой-то момент взрывается. Или превращается в депрессию, или в болезнь тела. Решение. Научитесь выражать эмоции экологично. Злитесь? Побейте подушку, покричите в лесу, потопайте ногами, напишите гневное письмо и сожгите его. Грустите? Поплачьте настоящими слезами. Это не слабость, это очищение. Страшно? Назовите страх вслух. Я боюсь, что... Проговорите, выпустите. Эмоции нужно пропускать через тело, не держать в голове, не анализировать бесконечно, а выразить физически. Тогда они проходят, освобождают место, возвращают энергию. Дыра 5. Многозадачность. Вы думаете, что многозадачность — это эффективность? Это иллюзия.
Когда вы делаете 10 дел одновременно, вы не делаете ни одного качественно. Ваше внимание прыгает, энергия рассеивается, результата нет. Переключение между задачами съедает до 40% продуктивности. Почти половину вашей силы уходит просто на переключение. На то, чтобы заново войти в задачу, вспомнить, где остановились, настроиться. Решение. Однозадачность. Одно дело в один момент времени. Полная концентрация. До завершения. Закончили, переключились на следующее. Это кажется медленнее, но на деле быстрее и эффективнее в разы, потому что энергия не рассеивается, она собрана, сконцентрирована и пробивает любую задачу. Закройте эти 5 дыр, и у вас появится столько энергии, что вы не узнаете себя. Вы будете просыпаться с силой, делать больше за день, чувствовать легкость, потому что энергия больше не утекает, она накапливается. И когда энергии много, жизнь меняется сама, без усилий. Просто потому, что у вас есть сила это сделать. Есть один секрет, о котором мало кто знает. Секрет того, как некоторые люди меняют жизнь быстро, легко, играючи. Пока другие годами борются и не могут сдвинуться с места, этот секрет называется состояние ребенка. Не путайте с детской позицией, это разные вещи. Детская позиция — это безответственность. Мне все должны, я не виноват. Пусть кто-то решит за меня. Это инфантильность. Состояние ребенка — это совсем другое. Это открытость, гибкость, любопытство, увлеченность. Посмотрите на маленького ребенка. Он не знает слова «невозможно». Он не боится пробовать. Он не думает «а что, если не получится?». Он просто делает, играет, исследует. Для него мир — это приключение. Каждый день — новое открытие. Он не зациклен на результате. Он увлечен процессом. Упал — встал. Снова упал — снова встал. Ему не стыдно. Ему интересно. Это состояние — ключ к быстрым изменениям. Потому что в этом состоянии вы открыты новому. Взрослый человек закрыт. У него есть убеждения, шаблоны. Я знаю, как устроен мир. И эти убеждения — клетка. Они не дают увидеть новые возможности. Ребенок не знает, поэтому он видит то, что взрослый не видит. Хотите измениться? Станьте новичком в своей жизни. Забудьте, что вы знаете. Смотрите на все свежим взглядом, как будто впервые. Вы гибки. Взрослый человек жесткий. У него привычки, рутина. Я всегда делаю так. Изменения требуют гибкости, способности быстро менять курс, пробовать новое. Ребенок гибкий. Ему легко переключиться, легко попробовать по-другому. Не зацикливайтесь на одном способе. Если не работает, пробуйте другой, и еще один, и еще. Играйте, экспериментируйте. Вы увлечены процессом. Взрослый фокусируется на результате. Когда я достигну цели, тогда буду счастлив. И путь превращается в страдание, в борьбу, в «надо вытерпеть». Ребенок не думает о результате, он увлечен сейчас. Ему интересно то, что он делает, и поэтому он не выгорает. У него всегда есть энергия. Секрет. Если вам не интересен путь, вы выбрали не ту цель. Найдите то, что вас увлекает. Что вы готовы делать просто потому, что вам нравится. Тогда изменения будут легкими, естественными. Вы не боитесь ошибок. Взрослый боится ошибиться. Боится выглядеть глупо, боится неудачи. И этот страх парализует, останавливает, не дает действовать. Ребенок не боится. Он еще не знает, что ошибка — это плохо. Для него это просто опыт, информация. Упал — понял, что так не работает. Попробовал по-другому. Переосмыслите ошибки. Это не провалы. Это обратная связь от реальности. Этот путь не работает. Попробуй другой.
Чем больше ошибок, тем быстрее найдете правильный путь. Вы не думаете о мнении других. Взрослые зависим от оценок. Что обо мне подумают? Что скажут? И эта зависимость — цепи. Она не дает быть собой, не дает пробовать. Ребенок не думает об этом, ему все равно. Он танцует, потому что хочется, рисует, потому что нравится, поет, потому что весело. Освободитесь от этих цепей. Делайте то, что хотите. Не для одобрения, не для оценок. Для себя. Как войти в состояние ребенка? Практика. Вспомните себя в 5-7 лет. Что вам тогда нравилось делать? Чем вы увлекались? Что приносило радость? Может быть, рисование. Может быть, танцы. Может быть, лазание по деревьям. Неважно что. Важно, это было ваше, искреннее. А теперь вопрос. Когда вы последний раз это делали? Скорее всего, давно. Или никогда после детства. Потому что это несерьезно. Это не приносит денег. Это глупо. Начните снова. Не для результата, для удовольствия. Купите краски и порисуйте. Включите музыку и потанцуйте. Сходите в парк и полазайте по деревьям. Да, серьезно. Это не развлечение. Это возвращение к себе, к своей сути, к источнику энергии. Когда вы делаете то, что искренне любите, энергия начинает течь. Вы оживаете, раскрываетесь, вспоминаете, кто вы на самом деле. И из этого состояния любые изменения легкие. Потому что вы не боретесь, вы играете. А игра — это природный режим обучения, роста, трансформации. Дети так учатся. Быстро, легко, с интересом. Вы тоже можете. Просто вспомните как. Хорошо, теория понятна. Теперь конкретика. Что делать? С чего начать? Вот пошаговый план. Шаг 1. Осознайте свою точку, день 1. Возьмите лист бумаги. Разделите на 2 столбца. Слева. Где я сейчас на самом деле? Опишите честно. Финансы, здоровье, отношения, работа, внутреннее состояние. Без прикрас. Факты. Справа. Куда я хочу попасть? Опишите желаемое в тех же категориях. Посмотрите на разрыв между столбцами. Это ваш путь. Шаг 2. Выберите одну цель. Из правого столбца выберите одну вещь, самую важную для вас сейчас. Ту, которая, если изменится, потянет за собой остальное. Шаг 3. Закройте дыры. Неделя 1. Пройдитесь по 5 дырам. Незакрытые дела, токсичные люди, соцсети, невыраженные эмоции, многозадачность. По одной дыре в день. Начните закрывать. Шаг 4. Установите ритуалы внимания. Неделя 2. Бэйбис. Утренний ритуал. 5-10 минут. Визуализация цели как уже достигнутой. Почувствуйте это состояние. Вечерний ритуал. 5-10 минут. Благодарность за то, что сегодня приблизило вас к цели, и визуализация. Эти 2 якоря держат ваше внимание на цели каждый день. Шаг 5. Практикуйте наблюдателя. Неделя 3. Несколько раз в день спрашивайте себя, что я чувствую, какие мысли. Я в программе или я наблюдатель? Наблюдение само по себе меняет. Когда вы видите программу, она теряет власть. Шаг 6. Работайте с состоянием. Неделя 4. Каждый раз, когда чувствуете упадок, признайте «я не в ресурсе». Переключите тело, движение, дыхание, вода. Когда состояние изменилось, возвращайтесь к делам. Сначала состояние, потом мысли, потом действия. Никогда не наоборот. Шаг 7. Возвращайте состояние ребенка. Постоянно. Раз в неделю делайте что-то, что вам искренне нравится. Не для пользы, для удовольствия.
это подзаряжает. Шаг 8. Не останавливайтесь. Самая большая ошибка — начать и бросить через неделю. Попробовал — не работает. Изменение реальности — накопительный процесс. Минимум месяц регулярной практики — почувствуете сдвиг. 3 месяца — увидите реальные изменения. 6 месяцев — не узнаете свою жизнь. Но только если не остановитесь. Вы меняете программу, по которой жили годами. Это не произойдет за день, за неделю. Но у вас есть цель. И вы придете к своей лучшей жизни. Мы прошли большой путь за это видео. От понимания того, почему вы застряли в одном круге реальности, до конкретных инструментов, как из этого круга выйти. Но сейчас самое важное. Вся эта информация бесполезна, если вы ничего не сделаете. Вы можете досмотреть до конца, кивнуть головой «да, интересно», закрыть видео и вернуться к той же жизни. К тем же мыслям, к тем же действиям, к той же ветке вероятности. И через год вы будете в той же точке. Может быть, с другими декорациями, но по сути в том же круге. Потому что знание без применения мертво. Вы можете знать все об устройстве реальности, читать книги, смотреть видео, ходить на курсы. Но если вы не начнете делать, ничего не изменится. Реальность откликается не на знание, она откликается на действие, на изменение вашей чистоты, на смещение внимания. Важно не останавливаться, делать каждый день, даже когда не видите результата. Даже когда кажется, что ничего не происходит. Продолжайте фиксировать внимание, закрывать дыры, менять состояние, наблюдать за программами. И через пару месяцев вы скажете: «Моя жизнь изменилась». Не понимаю, как это работает, но это работает. В какой-то момент реальность щелкнула, сдвинулась. Открылась новая ветка. Это ваш выбор. Прямо сейчас. Не завтра, не когда появится время, не когда жизнь станет легче, потому что завтра не наступит. Время не появится, жизнь легче не станет, пока вы не начнете ее менять. И здесь важно понять одну вещь. Существуют разные пути, разные способы идти к истине, к себе, к осознанности. Есть путь монахов, путь отшельников, путь тех, кто уходит в горы, в пещеры, в ашрамы. Они отрекаются от материального мира, живут в простоте, медитируют, созерцают. И они счастливы. Почему они счастливы без денег, без комфорта, без обычных человеческих радостей? Потому что там, в том пространстве, деньги не нужны, комфорт не нужен. Все устроено так, что можно жить без этого. Это прекрасный путь. Это выбор. И никто не запрещает вам прямо сейчас уйти в горы, построить хижину и практиковать. Но если вы живете в социуме, в городе, среди людей, здесь другие правила. Здесь вам нужна крыша над головой, и за эту крышу нужно платить. Здесь вам нужна еда, одежда, транспорт, связь. Здесь у вас есть семья, дети, обязательства. Здесь вы воплощены в теле, в материальном мире, с желаниями, с потребностями, с целями. И это не низменное, это не недуховное, это часть вашего воплощения. Вы пришли сюда не случайно. Вы выбрали воплотиться именно здесь, в материальном мире, в теле. И значит, ваш путь через работу с этим миром, через проживание этой жизни. Да, вы душа, но вы душа в человеческом теле, воплощенная на материальной земле. И этому тоже нужно учиться. Я знаю очень многих людей, которые ушли с головой в духовность. Они медитируют по много часов в день, читают священные тексты, говорят о высоких материях и при этом живут в долгах. Не могут оплатить счета, перебиваются случайными заработками, но зато они высокодуховные. Это иллюзия. Если ты действительно высок, у тебя все в порядке. И с духовным, и с материальным. Потому что истинная высота — это баланс.
Это когда ты умеешь быть и в духе, и в материи. Когда ты осознан, но при этом успешен. Когда ты связан с душой, но при этом эффективен в мире. Когда внутреннее и внешнее работают вместе, не против друг друга. Путь, о котором я говорю в этом видео, это путь баланса. Это путь через личность, через работу с телом, с энергией, с состоянием, с вниманием, через осознанное управление своей реальностью здесь, в материальном мире. Это не ниже духовного пути, это другая форма того же пути. Это воплощенная духовность. Духовность, проявленная в действии, в жизни, в результатах. И знаете, что происходит, когда вы идете по этому пути? Вы растете в осознанности. Вы учитесь управлять своим вниманием, а это основа медитации. Вы учитесь наблюдать программы, а это основа освобождения от ума. Вы учитесь быть в состоянии, а не в реакции, а это основа присутствия. Вы соединяетесь со своей душой, но не через отрицание тела и мира, а через осознанное проживание. Через понимание, что душа воплотилась здесь, чтобы творить, проявлять, создавать реальность. И когда вы начинаете это делать осознанно, вы становитесь тем, кем пришли быть. Вы вспоминаете. Это и есть настоящая сила. Не в отречении, а в мастерстве. В умении быть здесь, в материальном мире, и при этом оставаться осознанным, свободным, творящим. Это путь, который ведет и к духовному росту, и к материальному изобилию одновременно. Потому что когда вы в балансе, у вас все работает. И внутреннее, и внешнее. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Неважно, сколько вам лет. Неважно, сколько раз вы пытались и бросали. Неважно, насколько глубоко вы увязли. Важно только одно — начнете ли вы сейчас. Потому что каждый новый день — это новое рождение. Новая возможность собрать себя по-другому, выбрать другую чистоту, другую ветку. Сансара держит вас только пока вы спите, пока вы не осознали, что находитесь в круге. Но вы сейчас это видите. Вы больше не можете не знать. И это значит, что у вас есть выбор. Продолжать ходить по кругу, притворяясь, что все нормально, или выйти и начать создавать ту жизнь, которую вы действительно хотите. Не ту, которую от вас ждут, не ту, к которой привыкли, а ту, которая откликается в вашей душе. Выбор за вами. И помните, реальность многовариантна. Ветка, на которой у вас все хорошо, уже существует. Вам нужно только настроиться на ее частоту и удержать эту настройку достаточно долго, чтобы реальность перестроилась. Это не мгновенно, но это работает всегда, если вы не останавливаетесь. Начните сегодня. Начните с малого, но начните и не отпускайте. Ваша новая жизнь ждет вас на другой ветке, прямо сейчас. Все, что нужно — сделать шаг. А теперь вопрос к вам. Напишите в комментариях одну вещь, всего одну. Какую программу вы осознали в себе сегодня? Ту программу, которая держала вас на старой ветке, которая управляла вами, пока вы ее не видели. Например, программа «Мне всегда не хватает денег» или программа «Я должна всем угождать» или программа «Я не заслуживаю счастья». Или расскажите свою историю. Когда вы называете программу вслух, она теряет часть своей власти над вами. Это первый шаг к освобождению. И когда вы видите, что другие тоже называют свои программы, вы понимаете, что не одиноки, что мы все в этом, что мы все учимся выходить из круга. Давайте поддержим друг друга на этом пути. Пишите, называйте, освобождайтесь. До встречи в новой реальности.